Вот так речевкой открывают сегодняшний праздник дети, наше будущее. У каждого из них свой цвет, один из 3 главных оттенков страны, которые вместе образуют наш государственный флаг. Российский триколор, в свою очередь, объединяет под своим крылом 85 региональных символов, олицетворяющих многонациональную, но единую страну. Белый означает мир, чистоту, совесть. Синий цвет олицетворяет небо и благородство. Красный цвет флага обозначает мужество и смелость. День российского флага для жителей Ингушетии особенный праздник, ведь совсем недавно наш народ отметил 245-летие добровольного вхождения в состав российского государства. И сейчас каждый из присутствующих с гордостью отмечает, он часть самой большой и великой страны. Рождение флага, конечно же, это хороший праздник, чтобы будущее было, чтобы потомки наши знали, что такой праздник есть. Для этого приехали, чтобы поддержать. Этот день имеет для нас огромное значение, и его нужно провести как бы на высшем уровне. Сегодня день российского флага, и мне очень нравится этот день. И я приехала из Карабулака, чтобы увидеть выступление. Мы сильны в своем единстве. С такими словами к собравшимся обратился и глава республики. Юнусбек Евкуров поздравил жителей с праздником главного государственного символа России и отметил, что будущее как республики, так и всей страны в руках ее главного достояния – ее граждан. У нас есть хорошая, устойчивая традиция, есть обычаи, есть адаты, если брать наши народы, наш народ, непосредственно ингушский. Почему? Потому что мы во все века хранили самое, что есть ценное наших народов. И где бы мы ни были, в том числе самой страшной трагедии нашего народа в депортации, мы сохранили преемственность, мы сохранили традиции, обычаи. И таким же образом традиции, обычаи государственного флага сохраняются. Был период Советского Союза, когда государственную символику Великой России, Российской империи заменял флаг общий, флаг советского народа, красный стяг, красное знамя. Сегодня Россия молодая, но державная. И, естественно, флаг России, он возобладает. Флаг России, он дает всем понять, что державность России никому не удастся пошатнуть. С приветственным словом к участникам праздничного мероприятия обратился и спикер республиканского парламента. Мы, конечно, очень гордимся, что под именно этим государственным флагом, присутствие этого государственного флага, наша республика имеет очень знаковые события. Хотел бы сегодня поздравить всех жителей республики с этим праздником. Процветания нам, благополучия и мира. Да здравствует Российская Федерация! Да здравствует Республика Ингушетия! Своим патриотическим восторгом этот праздник заразил и наших юных гостей из Луганска, которые сейчас отдыхают в одном из летних лагерей республики. Они не только участвуют в праздничном флешмобе, но и развлекают зрителей танцевальными номерами. Всем вашим жителям я желаю такой же патриотичности, как она сейчас у вас есть. Желаю оставаться такими же искренними, добрыми и такими же хорошими жителями. Спасибо вам большое за гостеприимность. Это действительно большая дань. Все-таки флаг – это часть России, и нужно отдать большую дань флагу. Вот. И сегодня мы всем лагерем сделали этот флаг с этих футболок, красно-синий-белый. С аллеи спортивной славы праздник переместился на проезжую часть. Это автолюбители и байкеры Ингушетии устроили совместный автомотопробег на своих железных конях, украшенных государственными символами. А продолжился праздник российского триколора зажигательной концертной программой. Хадида Бриева, Сурхо Кусиев, Новости 24.